Таджики– один из самых древних народов мира. Их история уходит корнями к трем государствам древности– Бактрия, Согдиана и Хорезм. При изучении истории таджиков важно понимать, что народ начал формироваться задолго до появления, собственно, названия таджик. Этноним имеет древнебактрийское происхождение и появился во времена арабского завоевания Таджикистана. Означает коронованный или носитель короны. Есть также версия, что таджиками в средние века называли всех арийцев. Древняя Персия и Туран были государственными образованиями ираноязычных, то есть арийских племен, но Персия была централизованным государством с преимущественно оседлым образом жизни. Туран же был сборищем разрозненных племен смешанного образа жизни. Там были и кочевники, и земледельцы. Большую роль в обоих странах играл зороастризм и священное писание Авеста. Именно из него ученые узнали подробности о древнем Туране и Персии. Этническое происхождение таджиков уходит ко временах древних ариев, двигавшихся на север. Потомки ариев стали известны как индоиранцы. Во времена великого переселения народов они разошлись по всей Европе. Что касается предков таджиков, то внятная история начинается со времен Александра Македонского. Он воевал с Дарием, царем персов. Еще с древнейших времен Персидская империя представляла собой совокупность многих арийских племен. В начале первого тысячелетия часть персов ушли далеко на восток в горы Афганистана. Там они образовали три государства – Согд, Хорезм и Бактрию и смешались с местным арийским населением, в результате чего начинается формирование современного таджикского этноса. В дальнейшем я расскажу об этих трех государствах. Бактрия. История Бактрии началась со времени персидских завоеваний Кира II Великого, который с 558 года до нашей эры становится первым царем государства Ахеменидов. В властном стремлении подчинить себе весь живущий мир завоевывает Лидию, Мидию, греческие города Малой Азии, значительную часть Средней Азии, в том числе Хорезм, Согдиану, Маргиану и Бактрию, а позднее Вавилон, Урарту, Колхиду и Месопотамию. После захвата Вавилона все западные страны до границ Египта добровольно подчинились персам. Кир, несомненно, готовился захватить и Египет, однако предварительно он решил обезопасить северо-восточные границы своего государства от вторжения кочевых племен Средней Азии. Но во время битвы против массагетов в 530 году великий завоеватель терпит жестокое поражение и погибает сам. Остается огромная держава, простирающаяся от Египта на западе до западных границ Индии на востоке. Всего через 30 лет при Дарии она становится еще больше. В нее входит Египет, Фракия, Македония и северо-западная Индия. Чтобы иметь возможность хоть как-то управлять этим гигантским конгломератом стран и народов, Дарий делит его на административные округа, сатрапии. Список сатрапий сохранился в труде греческого историка V века до нашей эры Геродота. В этом списке перечислено 20 сатрапий и 17 народов, входящих в состав Ахеменидской державы. И среди них Бактрия, страна, лежащая по берегам Амударии, и бактрийцы. Вот с этого времени Бактрия и входит в аналы истории. Из персидских источников мы узнаем, что отсюда на строительство новой столицы Персополя стекается золото, что бактрийцы воинственный и бесстрашный народ, и что много позднее бешеному натиску войск Александра Македонского именно бактрийские воины оказали самое яростное сопротивление, защищая державу Ахеменидов. Узнаем, что на рубеже новой эры страна эта богата стадами и зерном, имеет много цветущих городов, свою письменность и великое множество книг, гораздо больше, чем известная своей ученостью Согдиана. Узнаем, что Бактрией управляли ближайшие родственники ахеменидских царей, и что была она, очевидно, в несколько ином, даже, может быть, в привилегированном положении в сравнении с другими сатрапиями. Согдиана или Согд – государство, находящееся в самом центре плодородной равнины между реками Заравшин и Кашкадария. В настоящее время территорию исторической области занимают Узбекистан и Таджикистан.
В разные периоды истории Согдиана простиралась на различные расстояния. Во время расцвета она достигала рек Сырдария и Амудария. После вторжения арабов площадь сократилась до небольшой части на востоке долины Заравшина. Согд граничил с Бактрией и Хорезмом, а с севера постоянную угрозу представляли арийские кочевые племена. Древняя Согдиана являла собой совокупность множества разрозненных городов-княжеств, большая часть которых располагалась в оазисах посреди пустыни, а также в гористой местности. Связи между городами основывались на торговом сотрудничестве, а не на национальной принадлежности населения. Согдийские торговцы вошли в историю как талантливые купцы и умелые дипломаты, которые вели торговлю с Китаем и Византией и владели несметными богатствами. О сокровищах Согдианы ходили легенды, и также она прославилась как страна садов и плодородных полей благодаря сложной системе оросительных каналов. Самым крупным городом и столицей Согда был Мараканда, впоследствии переименованный в Самарканд. История города берет начало еще в 8 веке до нашей эры. Вторым по значимости считался населенный пункт Кирополь, основанный Киром Великим еще в VI веке до нашей эры. Современный Истаравшин был построен в пределах Туркестанского хребта. Пенджикент, столица одного из крупнейших княжеств Согда в V веке до нашей эры, до сих пор представляет интерес для любителей истории, так как здесь были найдены следы таинственной цивилизации. Название страны Хорезм впервые встречается в сохранившихся источниках 8 века до нашей эры. Существуют различные интерпретации названия Хорезма. По одной этимологии «кормящая земля», по другой «низкая земля» или «земля пониже». В 8 веке до нашей эры Хорезм вступил в новую эру своей истории, когда хорезмийцы, по словам Аль-Бируни, начали ввести летоисчисление по годам правления царей. В этот период Хорезм становится мощным государством с заметной централизацией, о чем свидетельствуют построенные в 6 веке до нашей эры грандиозные ирригационные сооружения. Археологические раскопки фиксируют на территории древнего Хорезма существование неолитической кельтеминарской культуры древних рыболовов и охотников. Прямым потомком этой культуры является относящаяся к середине 2-го тысячелетия до нашей эры тазабагепская культура бронзового века, скотоводческая и земледельческая. Есть также сообщения античных авторов о контактах жителей Хорезма с народом Колхиды, то есть с грузинами, на торговых путях по Амударии и Каспийскому морю, по которым шли среднеазиатские и индийские товары в грузинские владения через Черное море. Это говорит о том, что предки таджиков и грузин еще с глубокой древности имели дипломатические, в частности, и торговые взаимоотношения. Это подтверждается и материальной культурой, элементы которой встречаются на раскопках древних памятников среднеазиатского Междуречья и Кавказа. Таджики используют собственный тип иранской группы языков, а также фарси. Из народов России схожий тип языка имеют осетины Кавказа. Это говорит о том, что древние аланы имели связь с таджикским этносом. Скорее всего, они вышли именно из этого региона Средней Азии. Хотя аланский и сарматский ген среди осетин встречается только у 30-40% населения, а остальные являются генетическими потомками грузинских и черкесских племен. Но все же осетины смогли сохранить свой язык. Арабское завоевание вытеснило тюрков из региона вместе с языком, но спустя несколько веков уже арабо-персидская культура столкнулась с экспансией монголов. Процветающий Хорезм оказал сильное сопротивление монгольской империи, оттого монголы жестоко прошлись по городам. Богатые города были разрушены, хан всех ханов включил таджиков в свои войска, так как предки таджиков считались превосходными воинами, и, как я уже говорил ранее, именно они оказались самой ожесточенное сопротивление армии Македонского, защищая державу ахеменидов. Тем не менее, большая часть таджиков продолжала быть мусульманами с преобладанием персидского языка. Согд, Бактрия и Хорезм стали первыми собственными государствами таджикского народа. Рядом находились многочисленные персидские и арийские племена. Они активно смешивались с жителями Бактрии и Согда. Все это формировало этнос современных таджиков. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.